Для международного терминала Грозненского аэропорта такая картина не вполне привычна, однако и громко восхваляющие Всевышнего верующие тоже не обыватели, ожидающие своего рейса. В течение часа ожидания этот зикр не утихнет ни на минуту. Мюриды кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, готовятся к паломничеству на святые для всех мусульман земли Саудовской Аравии. يرى حج اسكردال مولعها رمضان حج أصديل قربان ساعة ديل كما شليت ساعة حبير كتس حكما شليت ساعة دال مولع تغنى نريخ اللي يولشوش مدينة تشدو سردوير حج اسكر دال مولعها بايم عليه الصلاة والسلام تنزير تي بلخش عمره تي بلخش هو يوخش ويموخ بيوخش ده المولع بعنش لي لوردو ولاتش بوش ناغه مسار شي تصرح بوشا وزغل والشوال ديل يلش عليه الصلاة والسلام وي أستاذ حاجة أولى أشريز خيل بوخ هون خيل هون ديل ريز خيل هون ديل يلش ريز خيل هون عليه الصلاة والسلام حج ريز خيلون أولى ريز خيلون حيداينا ريز خيلون رزق الولش دالا بايم عليه الصلاة والسلام تون يزن شارق ويلعه تون شفاعت حانل دويلون رزق الولش دالا بقول شيقية مسيح يلشن عليه الصلاة والسلام ويزا ويشتيل عشان حاشل دويتل هون الله أكبر الله أكبر Впереди без малого 5 часов полета до аэропорта города Джидда. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова не только взял на себя все расходы для 185 паломников, но и выделил каждому по $500 на текущие расходы. Всего запланировано 3 рейса через каждые 2 недели. Во главе первой группы паломников муфтий Салах Межиев. Объявление о том, что самолет пролетает над Мединой, и последующая реакция пассажиров особенно эмоциональны. Приблизительно мы вылетели из аэропорта города Грозный. Сейчас на часах где-то 15 минут 9. И уже за окнами видно Джидда, город Джидда. То есть мы уже практически готовы к посадке. Капитан этого воздушного судна несколько минут назад предупредил нас об этом. Мы все пристегнуты, все на своих местах и с нетерпением ждем, когда все-таки мы приземлимся на эту благословенную землю. Власти Саудовской Аравии после пандемии открыли границы не так давно. Теперь, чтобы беспрепятственно передвигаться по стране, необходимо следовать ряду правил. В частности, специальные приложения для смартфона – это пропуск ко всем святым местам. Чеченские паломники таможню прошли организованно. Муфтият сделал все возможное, чтобы все вопросы были улажены еще до вылета. Джидда – не конечная точка маршрута. Отсюда предстоит на автобусах добраться до Медины, где мы все и проведем 4 суток, прежде чем отправимся в Мекку для совершения умры.
В Медину паломники приезжают еще засветло. Едва разместившись в гостинице, которая находится буквально в нескольких минутах ходьбы от мечети, звучит азан на предрассветную молитву, и все первым делом спешат совершить там коллективный намаз. Несмотря на утомительный перелет в Саудовскую Аравию и прибытие ранним утром, азан на утреннюю молитву чеченские паломники, не отдыхая в гостинице, встречают именно здесь, в мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Первым делом, сразу разместившись в гостинице, паломники во главе с муфтием республики Салахом Межиевым направляются в эту мечеть. Каждый паломник, оказавшийся здесь, мечтает попасть в самое сердце этой мечети, место, где покоится пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, но в связи с ограничительными мерами допуск туда лишь раз в месяц. Впрочем, приветствовать лучшего из людей можно издалека, благо никакие расстояния этому не помеха. За то время, что чеченские паломники проведут в Медине, запланировано совершить зиярты ко всем знаковым местам. Далее переезд в Мекку и совершение малого хаджа там. Для этого будет 10 дней, после чего 6 января дорога домой. Хамзат Батукаев и Муслим Типаев. Новости.